Добрый вечер. У нас сегодня в обзоре Range Rover SD V8 Wagua SE лонговый вариант. Объем двигателя 4,4. Крутящий момент 740. И 339 лошадиных сил получается. Автомобиль 2017 года выпуска. В черном окрасе. Лонговый вариант с дизельным двигателем. Я предварительно проверил автомобиль. Автомобиль имеет 3 крашеные детали. Остальное все в родном окрасе. Все равно давайте проверим покраску автомобиля толщиномером. 155, 161, 140, 152. Переднее крыло это пластик идет. Водительские двери 143, 147, 145, 153, 140, 134, 165, 152. Это часть багажника пластиковая, нижняя часть. Проверим. Вот 140, 151, 143. Заднее правое крыло 247, 244, 257, 172, 255, 259, 297, 330. Переднее крыло тоже пластик получается. Давайте проверим верхнюю часть. 143, 148, 145. Давайте проверим внутреннюю часть автомобиля. 107, 115, 133. Передняя часть 95, 102. Давайте проверим с левой стороны внутреннюю часть автомобиля с толщиномером. 102, 88, 108, 102, 116, 102, 'Доводчики дверей присутствуют. Пороги открываются и закрываются без всяких проблем. Из комплектации имеется повторитель поворотника, камера 360 градусов, бесключевой доступ. Пороги выходят без всяких проблем. Трехуровневая память сиденья получается здесь имеется. Все 4 стекла отпускаются и поднимаются автоматом. Раскладные зеркала заднего вида. Электросиденье. Все работает отлично, без всяких проблем и нареканий. Кожаный коричневый салон. Кожаный коричневый салон. На сиденьях никаких складок и протертости не имеется. В хорошем состоянии. Водительское сиденье в основном портится, да?
Давайте посмотрим задний салон автомобиля. Сзади тоже работает электросиденье без всяких нареканий. Монитор присутствует. Климат-контроль заднего салона. Подогрев, обдув задних сидений работает тоже без всяких проблем. Сзади имеется выход на 12 вольт с обеих сторон. HDMI. USB выход имеется. Давайте отпустим подлокотник. Подстаканник тоже присутствует. Здесь имеется небольшая ниша. Может для телефона или для всякой мелочи. Заднее сиденье тоже в хорошем состоянии, без всяких складок и протертостей. Давайте откроем багажник и проверим, в каком оно состоянии. Двухуровневый. Получается, открывается и закрывается. Просторный багажник. С этой стороны все без изменений. И с этой стороны тоже все без изменений. Заводские целиком. Без всяких изменений с обеих сторон получается. Закрывается, открывается багажник безо всяких проблем. Электроника работает отлично. Колонки Меридиан от фирмы. Люк, панорамная крыша присутствует. Пассажирское сиденье в хорошем состоянии. С правой стороны тоже имеется трехуровневая память сидений. Сиденье работает отлично, без всяких проблем. Электроника не глючит. Пробег автомобиля на панели 186 тысяч указано. Мультируль, лепестки на руле с обеих сторон. Электрический ручной тормоз. Мультимедиа навигатор. Камера заднего вида. Режим вождения. Safari. Все переключается плавно, без всяких проблем. Двухзонный климат-контроль. Старт-стоп. Панорамная крыша открывается и закрывается без всяких проблем.
Стекла. Стекла отпускается, поднимается автоматом безо всяких проблем. Давайте проверим с этой стороны. Вот открыли капот автомобиля и смотрим двигатель автомобиля. Здешние болты не сорванные. Болты капота тоже не сорванные. Заводские стикера на месте. Заводской стикер радиатора тоже на месте.